Ну что ж, с большим удовольствием объявляем начало очередного утреннего информационно-аналитического эфира на канале «Аспекты Башкортостан». Сегодня с вами здесь Женя Коноплин. И Руслан Валиев, доброе утро, дорогие подписчики. Сразу же незамедлительно хочется увидеть от вас лайк нашей трансляции, комментарий, подписку. Давайте начнем утро бодро. Именно так давайте сделаем. А я сообщу, что сегодня вторник, 3 февраля 2026 года. В Уфе 10 часов 1 минута, в Берлине 6 часов 1 минута. Вот. И, кстати, день сурка, насколько я помню, да, 3 февраля, это день, который запомнился всем по художественному фильму 1993 года. Но не только. Иной раз мы днем сурка стали признавать то, как мы живем. И это совершенно в разных условиях происходит, вне привязки к тому, кто и где, в какой ситуации находится. Вот. Хотя, если уж так усугублять, как говорится, в нашу повестку, то, конечно же, один бесконечный день сурка – это все то, что происходит с 2022 года, 24 февраля, до чего осталось всего-то 3 недели, и уже 4-летие будем вспоминать, хотя чуть было не сказал отмечать. Такое дело, наверное, не отмечают. Ну что ж, вчера был день сурка, пишет Стобабовна, поправляет меня. 2 февраля, да, все-таки? А я вот, надо же, всегда вроде знал уверенно, а тут что-то в голове замкнуло. Не могу точно сказать, когда Михаил именно. Шафутинский тебя сбил с третьим числом. Точно, да, на 3 сдвинулось как-то. Прицел, так скажем. Вот. Ну что ж, смотрите-ка, у нас люди собираются, а я могу уже, в принципе, взять новости. Самые свежие, оказывается, есть к этому часу, и поэтому это прекрасно. В стране и в мире мы можем фиксировать следующие события. Россия возобновила удары по Киеву и Харькову, сообщают местные власти. В Киеве в результате атаки пострадал 1 человек, повреждены 2 многоквартирных жилых дома и автомобили. Из Харьковской области сообщают о 4 пострадавших. Дональд Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить закупки нефти у России. Об этом он сообщил в соцсети True Social после телефонного разговора с Нарендрой Моди. Президент США уточнил, что теперь он немедленно снизит торговую пошлину для Индии с 25 до 18%. Что-то несущественно. В Петербурге найдено тело похищенного 30 января 9-летнего мальчика, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Накануне подозреваемый в похищении признался, что утопил ребенка и назвал место, где совершил убийство. Один из водоемов Ломоносовского района Ленинградской области. Билл и Хиллари Клинтон согласились предстать перед Комитетом Палаты представителей по надзору и дать показания по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщают Reuters и New York Times. Ранее они отказывались от этого. Силовики задержали в аэропорту Сочи челябинского адвоката Олега Степанова, возвращавшегося из Сербии. Ранее он вынужденно покинул Россию после того, как защищал политзаключенных. На него составили протокол за неповиновение полиции, сообщает про правозащитный проект «Первый отдел». И зачем же он поехал в эту страну? Глава ФИФА призвал снять ограничения на участие в соревнованиях с российских команд. Это мнение Джанни Инфантино высказал в интервью телеканалу Sky News. Этот запрет ничего не дал, он только вызвал еще большее разочарование и ненависть, сказал Инфантино. Денег, что ли, не хватает? Матери умерших в роддоме Новокузнецка детей должны будут пройти судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката и главврача роддома. Ну, то есть, хотят доказать, что женщины были все-таки виноваты сами в том, что в роддоме не выходили и не спасли их новорожденных детей. Вот такие новости мы с вами прослушали по сводке дня предыдущего 2 февраля. Ну, то есть все то, что к утру, к этому часу у нас произошло и накопилось. Ну, насчет FIFA, УЕФА, тут история интересная. Во-первых, FIFA – это у нас сборные, УЕФА – это у нас, собственно, клубы, «Зенит» и так далее. Конечно, Россия никогда не была даже, там, не знаю, мне кажется,
5% бюджетов этих организаций явно, да, поэтому дело не в деньгах, но, возможно, дело в каких-то... я в целом могу поддержать, например, наличие юниорской сборной России, там, не знаю, Ю-13. Почему бы нет? То есть вот типа каких-нибудь детей еще фиг с ним. Основная сборная России не может при всех заявлениях, там, при всех обнимашках между этими чиновниками, она не может появиться на официальных матчах просто потому, что кто гарантирует той же сборной России безопасность на международных играх? Ну, это же просто начнется кавардак, как бы везде есть украинцы, везде есть понятные какие-то очаги возгорания конфликтов. ФИФА это точно не нужно. Или надо проводить и Россию куда-нибудь увозить в Таиланд, там сделать закрытый стадион, туда привозить соперников и там проводить матчи. ФИФА на такой тоже обычно не соглашается. Поэтому, мне кажется, он, сказать сказал, воодушевить воодушевил, но вот кроме детей не вижу никаких вообще выходов. Ну, может, женская сборная какая-нибудь, тоже там 18-летних, например. Да, справедливо. Кстати, тем временем, оказывается, под шумок подкрались зимние Олимпийские игры. Я знать не знал, что они, оказывается, в этом году. Но тут включил вот телевизор, и что-то такое мне подсказало о том, что Олимпиада на носу, и скачал приложение Olympics. Оно на русском языке продолжает работать и сообщать о том, что там происходит. Вот в Италии, в Милане и еще где-то, если я правильно понимаю, Олимпиада зимняя этого года состоится, и 13 человек происхождением из России будут там участвовать. Вот. Кстати, казахстанская спортсменка Лена Рыбакина, тоже уроженка России, стала победительницей открытого чемпионата Австралии по теннису, чему я очень рад. И это, мне кажется, прекрасный щелчок по носу тем спортивным чиновникам, которые в свое время Рыбакину забраковали. И она оказалась в Казахстане еще до войны, надо сказать. То есть переехала туда не потому, что случилось 24 февраля. Вот такие у нас новости спорта с утра, и они, как правило, не касаются Башкортостана. Но мы перейдем к новостям республики. Они у нас есть. Перед этим напомню, что мы ждем ваших комментариев в чате, ждем ваших лайков, ждем ваших донатов, дорогие друзья. И отдельно благодарим каждого, кто так или иначе за последнее время хоть как-то нас поддержал. У нас есть кто-то, кто в Ютубе это делает. Обладатели любой иностранной карты могут себе это позволить прямо здесь. А если все-таки карты у вас российские, то все, пожалуйста, к вашим услугам в описании, в частности, Бусти и так далее. Так что, друзья, благодарим и ждем вашей помощи. Двигаясь к повестке. У нас тут традиционная для последнего времени сводка так называемых успехов Башкортостана в экономике и общественной жизни, плюс правоохранительная, значит, хроника. Иначе как? В принципе, вся жизнь республики, по-моему, скатилась уже вот к этим двум составляющим. Ну и плюс какая-то там СВО, околовоенная пропаганда, которая на страницах Башинформа или из уст Радия Хабирова. В общем, сегодня плюс-минус так, по-моему, получается. Начнем с того, что у нас в экономике следующие данные. Например, республика занимает 43 место в рейтинге регионов России по доступности бензина. Это значит по итогам прошлого 2025 года. По данным аналитиков, в декабре на чистую среднюю зарплату в республике можно было купить 1070 литров бензина марки АИ-92 при средней цене 59 рублей 60 копеек. Причем годом ранее республика была выше, на 38-м месте в этом рейтинге. Тогда можно было купить сопоставимое количество литров. Самый доступный бензин в расчете на зарплату в Москве, где чистой средней зарплаты хватило бы на 2500 литров бензина. То есть больше, чем в 2 раза больше, чем в Башкортостане. Даже в Ямало-Ненецком округе это меньше, чем в Москве, представьте себе. Хотя это один из главных углеводородных регионов страны. Ну и Башкортостан, не забываем, это и нефтедобывающая, и самое главное, нефтеперерабатывающая республика. При этом люди не чувствуют себя купающимися в этом топливе, опять же, образно выражаясь.
Вот такие данные. Ждем ваших комментариев, особенно от тех из вас, кто являются водителями. Зато мы готовы всячески тратить силы и деньги на то, чтобы помогать страждущим. Ну вот, пожалуйста, муниципалитеты Башкортостана будут сотрудничать с районами и городами Белгородчины. Вот, может быть, и по разнарядке нашим муниципалитетам, как говорится, идти некуда, да, то есть они не могут скрыться от того, что с них требуют. Но вот зачем это городам и районам Белгородчины, которые день и ночь боятся прилетов и не знают, как им ночь пережить, как говорится? Это вопрос. Оказывается, наш уфимский глава, председатель городского совета Марат Васимов, председатель ассоциации Совета муниципальных образований. Так вот, он вместе со своей коллегой из Белгородской области Татьяной Бочаровой подписали соглашение о сотрудничестве между организациями. Соглашение предполагает взаимовыгодное сотрудничество, направленное на развитие межрегиональных, межмуниципальных отношений. Скорее всего, это очередная Филькина грамота, но мы должны, опять же, зафиксировать, что все эти Филькины грамоты подписываются, торжественно вешаются на стену, и дальше ничего не происходит. Ну, так или иначе, у нас, по крайней мере, народный гнев вызывает подобные новости. Особенно вот недавно мы писали про то, как на школы ЛДНР потрачены какие-то безумные деньги, просто миллиард там или сколько было потрачено, ну точно больше миллиарда. И, конечно, это не может не вызывать реакцию, потому что, например, Альберт Рахматуллин в конце того года писал о том, с какие школы у нас являются долгостроями, все никак не могут быть отремонтированы, построены и так далее и тому подобное. И это прямая связь для жителей республики. Тут Да, именно любое так. настроение можно поддержать в целом после таких новостей каких-то товарищей. Наш дорогой Вадим пишет, что до нас пока доберешься, устанешь рекламу смотреть. Уже 4 штуки с утра показывают. Ничего себе. Ну, видимо, это есть шанс, что хоть какая-то копеечка упадет нам на счет. Так что не надо обижаться на рекламу. Реклама – двигатель торговли. И, в конце концов, способ получения хоть каких-то выплат от администрации данного ресурса. Я имею в виду, конечно, YouTube. И напоминаю, что у нас трансляция еще и в Телеграм-канале также ведется. Там нас также можно смотреть как в прямом эфире, так и в записи. Там комменты не напишешь. Вот в чем беда. Ну, почему? Мы же как-то иногда обращаем внимание на то, что там пишут люди. Правда, потом это все исчезает куда-то. Хотя, подожди, мы комменты получали, когда у нас был соответствующий репост, если я правильно понимаю. Я в этом смысле должен спросить у нашего режиссера. Все ли так же? Если, собственно, в комментариях, просто в чате люди напишут, я все равно это увижу. Так же, как и любое другое ваше сообщение в любое время дня и ночи, я блюжу за всем, что пишут. Да. Именно так. Зато поэтому у нас самое в этом плане, еще могу сделать небольшую рекламу, наверное, самое классное с точки зрения активности сообщества относительно там, количества подписчиков и собственно, активности, которые происходят. Постоянно кто-то с кем-то ругается, там, не знаю, мирится, спорит, куча реакций. И в этом плане, конечно, большая работа проделана. Это при том, что, честно, нас, наверное, 1000, максимум 4 в этом телеграм-канале. Просто тут не обольщайтесь. Я думаю, что в каком-нибудь БСТ там максимум 2000, да, там и так далее. То есть все как-то накручивают. У нас накруток нет, у нас зачем-то прибежали 1000 ботов и вот устроили какую-то диверсию. По факту ничего не изменилось, никто нас не пожаловался. Слава богу, вот сейчас боты, кстати, расходятся. Такие страсти. Именно так. Вот. Юзер XC6H8K8G. Вот, друзья, давайте не будем все-таки такие имена себе присваивать. Так или иначе пишет, что у него рекламы нет. Если вы смотрите из России, и YouTube даже с помощью VPN все-таки вас считает зрителями из России, то рекламу, конечно же, он не покажет.
Вот. VPN тоже разные бывают. Хотя у кого VPN такой железобетонный, хороший, те, даже находясь внутри России, смотрят рекламу. Вот. Плюс, может быть, у кого-то подписка премиум. Как говорится, грешным делом, почему бы и нет. Если подписка премиум, рекламы также нет, но нам капает с вашей подписки премиум что-то, и поэтому в любом случае мы рады любым зрителям с рекламой или без. Вот. Значит, а мы дальше идем, и экономические новости есть у меня еще или нет? Так. Мы директора обсудили. Точнее, нет, директора мы не обсудили. Нет, мы на Зиуле не обсуждали. Они такую милую видяшку записали в Инстаграме, что он просто честь и совесть страны нашей, и как его можно было арестовать. Вообще просто кошмар. Давай к нему все-таки чуть позже. Сначала завершим начатую экономическую все-таки тираду. Дело в том, что есть у нас статистика, которая также о многом говорит. Трудовая миграция вывела Башкортостан в лидеры по утечке кадров. Казалось бы, не новость даже, но вот тут очередное подтверждение. Значит, по данным Росстата, в 2024 году в других регионах России трудились около 160 тысяч жителей республики в возрасте от 15 лет и старше. Это 6,2 от общего числа россиян, которые работают не по месту проживания. То есть существенная доля среди всех жителей огромной страны. Таким образом, примерно каждый 16-й работающий в другом регионе из Башкортостана. По этому показателю республика занимает третье место в стране, уступая только Московской области, из которой, видимо, 800 тысяч человек работают в Москве, а также Ленинградской области уступает на Башкортостан, где жители также работают в соседнем субъекте, а именно в Санкт-Петербурге. У нас, как вы знаете, города федерального значения нет. Соответственно, жители республики выезжают кто куда придется. Причем по сравнению с 2012 годом, события, знаете ли, не так уж давно эти были, число работающих за пределами республики людей выросло более чем на 17%. Еще раз, 2012 год – это второй год работы Рустема Хамитова, обращаю внимание. Сейчас у нас 26-й, ну, статистика за 24-й. Это 6-й год работы Хабирова. И мы видим, что, в принципе, стало только хуже. И это очень важный показатель, один из главных, на мой взгляд, количество людей, которые выезжают в поисках работы в другие регионы. Почему мы мобильность россиян с точки зрения трудового какого-то трудовой мобильности, почему мы называем плохо или хорошо в Ну, то есть вот я читаю Рустема Ахунова, да, который говорит о том, что в Башкортостане большой процент сельского населения. Вот он за последние годы в связи с тем, что у тебя мобильность повышается, россиян, у тебя люди уезжают в разные регионы, там, где теплее, лучше. Вот. Почему бы нет? Нет, для людей это хорошо. Читая его, я не увидел, что это прям какой-то ужас. То есть из Уфы как будто бы люди особо так не уезжают. Ну, по крайней мере, по своему окружению, по своему какому-то, по своим воспоминаниям уже, господи, я там не живу уже 500 лет. Но, тем не менее, помнится, что как-то Уфа не воспринималась городом, из которого обязательно надо уезжать. А города поменьше, видимо, там кто куда. Если человек имеет возможность уехать, я только рад за этого человека. Но если говорить про экономику республики, это все-таки однозначно негативный показатель. Это значит, что людям работать негде. А еще вчера их устраивали эти условия, то есть было где поработать, в том числе в сельской местности, видимо, то сейчас таких рабочих мест становится меньше. В общем, так или иначе, урбанизация – это процесс, с одной стороны, неизбежный, с другой стороны, все-таки, скажем так, не самый позитивный. Я бы, например, на месте политиков, экономистов думал бы о том, как нормальными цивилизованными экономическими методами все-таки этот процесс, если не остановить, то хотя бы замедлить. Вот. Это, кстати, касается не только Башкортостана, России в целом, это касается и цивилизованных стран Европы. Это вот здесь за окном, пожалуйста, если посмотреть на Восточную Германию, бывшую ГДР, деревни тоже в плачевном состоянии. Вот. Но все-таки хотелось бы, чтобы люди об этом думали.
Тут, кстати, интересный комментарий Искандера. Кстати, имя Хамитова попало в файлы Эпштейна в составе программы Питерского форума в 2015 году. Боже мой. Я, кстати, силюсь понять, а что за файлы такие? Это вот, ну, я понимаю примерно, в чем обвиняют там Эпштейна и его ближайших, значит, друзей там каких-то, и Не все будем пытаются произносить отстраниться. лишний раз. Да, ага. Вот. А почему этот человек файлы сформировал и сохранил? Вот это что значит? Вот, например, у меня есть своя жизнь, да, какие-то у меня есть там, я не знаю, друзья, коллеги. Я что, файлы формирую, чтобы когда-то их Минюст опубличил или что? Как это? Что за файлы? Я, в общем-то, может быть, сейчас не вовремя задаю этот вопрос, но если кто-то коротко объяснит, я буду очень благодарен. Да, потому что я читал про тех же наших каких-то деятелей, в том числе из Киева, да, как у него фамилия-то, господи. То есть там речь идет о каких-то переписках личных, о каких-то переговорах. Вот то ли они взломали его какие-то почты, то ли Эпштейн был... Ну, для меня самое странным остается, почему у людей на тайных вечеринках ходят операторы. Вот это для меня самое странное. То есть Эпштейн, я бы на месте Трампа никогда бы в жизни не позволил меня фотографировать с какими-то там, не знаю, 17-16-летними девочками, понимая то, что за это может грозить, и что все мы не вечны. Вот, в общем, странно, конечно, это все. Мгм. Вот, все, что ты нарыла, короче, видишь, меню США, все они используют. Ну, Ну, то есть я понял, вот Искандер тут пояснил, что это файлы на сайте Минюста. Так это я понимал, что они на сайте Минюста. А Минюста где их взял? Их что, Эпштейн собирал и отдал Минюсту, вот храните, в случае чего покажете, или как? Или они это все собирали с помощью слежки? Как-то не укладывается пока. Вот. Ну, ладно. Есть вариант, что, конечно, это все работа спецслужб, они постепенно все это дело аккумулировали, и вот в итоге получились такие огромные архивы. Да, действительно, они могут брать распечатки, там, я не знаю, слушай, переписок ну, и так вот я далее. быстро спросил у тебя яишку, она пишет, что Джеффри Эпштейн действительно собирал обширные файлы, записи и данные, которые могли использоваться для шантажа в последующем влиятельных лиц. Собственно, за счет этого там где-то конспирологические теории про того же Майкла Джексона строят, видимо, на подобном шантаже, и он такой влиятельный человек. Что там медом намазано было на этом острове? Ну вот почему нельзя было, или альтернативы нет какой-то? Мне странно. Больше негде, собственно. Вон у Берлускони были свои дачи, никаких камер не было. Силя сам веселился и другим давал. И, собственно, не вижу, чтобы кто-то об этом сейчас разглагольствовал. Да-да, все Я добрым бы словом того, вспоминают тех, кто там да, вон тусовались. Владимир Владимирович туда ездил регулярно. Но я как человек, который тоже склонен как бы уважать архивы и в принципе собирать их по возможности всегда это делал с детства. Где-то понимаю, но там обычно ловить нечего, кроме, я не знаю, фотографий прикольных. Вот у меня с 2004 года, с начала цифровой эры, 2-терабайтный примерно архив, который, можно сказать, всегда со мной. Вот. И когда людям покажешь что-нибудь, они прям удивляются. Ух ты, какие там фоточки, видосики еще с первых телефонов, которые были с камерой, или там первые цифровые фотоаппараты. Очень любопытно. Больше 20 лет хранится. Но это все лирика, действительно. Значит, тут у нас зрители зацепились за тему миграции. Вот Хабиров, как пишут ведомости, провалил свое обещание вернуть вахтовиков в республику. Лозунг «Счастье работать дома», наверное, Хабиров отнес к себе. Неуютно, наверное, ему было в Красногорске. А как же тут не согласишься с этим? Конечно. Впрочем, этот лозунг уже как-то устарел морально, его никто уже не вспоминает, кроме злостных и остроумных, лучше сказать, комментаторов в сетях. Мне кажется, официально это нигде уже не звучит. Но лозунг оказался очень вирусным, так скажем, да, его запомнили прям реально. И каждый раз, когда Хабиров что-нибудь не то делает, не то говорит, ему спешат этот лозунг вменить, как говорится, да, и как-нибудь поиздеваться еще, используя этот лозунг.
Ну, это Понимаем. определенный мем, от этого никуда и не денешься. То есть и я периодически могу сделать какой-нибудь шарш на эту историю, потому что это какая-то вещь триггерная, которая сразу реагирует на нее аудитория, и понятно, что это то, чего... Ну, вот такая вот у человека была предвыборная крутая кампания, что сейчас все построим, все наладим, дети перестанут ходить в уличные сортиры, и все будет прекрасно. Но, тем не менее, много из этого до сих пор не сделано, а где-то, видите, даже хуже становится. Мгм. Конечно, Я у этого чувствую. есть, кстати, свои причины. Там, да, та же война, это понятно, что вещь, на которую уходят огромные деньги. И, ну, попробовал бы он эти деньги не тратить на эту войну. Ой, Мгм. поэтому, что тут говорить. Попробовал бы. Давно бы уже перестал работать, конечно. Вот. А Искандер видел письма за подписью Берлускони 15-летней давности в адрес Путина, который был тогда премьером. Там не просто подпись, а целое витиеватое послание дорогому другу из Италии. Любопытно. Письма даже писал, хотя уже вроде такая, ну, более-менее цифровая была эра. Ну, понятно, оба не молодые и, наверное, не очень пользовались. Хотя Берлускони, скорее всего, был в этом смысле продвинут. Он же такой был на движухе. Вот. Ну что, так, надо вернуться к новостям. В общем, с миграцией понятно. Ну тут еще даже есть на эту тему публикация. Прям все идут подряд. Почему вымирают малые города Башкирии? Этим вопросом задались пруфы, отдельно задались. И в подзаголовок вынесли утверждение, что из Сибая уехал каждый пятый. Значит, после публикации на прошлой неделе нашего материала о миграции из деревень, которая грозит селам республики вымиранием, пишут пруфы, к нам в редакцию обратился житель Сибая и рассказал, что малые города и райцентры региона вымирают не меньше. Несколько лет назад он переехал с семьей в Уфу, и вот почему. Основная причина переезда из Сибая в большие города – проблемы экономического характера, заявил выходец из Сибая. В моем случае эта причина косвенная, но последние 15 лет я наблюдаю, как многие производства либо стали филиалами, либо укрупнились. Конторы закрывают, нас поглощают филиалы других больших городов. И дальше тут можно читать про Сибайский горно-обогатительный комбинат и про некоторые другие предприятия. Филиалы образовательных учреждений закрылись, в частности, Аграрного университета, Академии наук и так далее. У меня лишь один вопрос. А где же результаты потрясающих ежегодных экономических всероссийских сабантуев, которые под руководством Андрея Геннадьевича Назарова проводятся в Сибае? Всероссийский инвестиционный сабантуй называется, точно. На одном из них я уже был, я рассказывал, да, в августе 2020 года после Куштау мы там собирались с Венедиктовым и другими, чтобы интервью записать. Но кроме шуток, это ведь каждый год проводится, на это деньги вкладываются, и вроде как подписываются многомиллиардные контракты, если верить, опять же, официальным новостям. Но почему статистика неумолима? Она как была негативная, там, в нулевые, в десятые годы, хотя в нулевые даже не знаю, что там было, в десятые точно. А сейчас, в 20-е, в принципе, тенденция продолжается, люди также уезжают, потому что не находят себе применения, хотя и так плотность населения там не была слишком высокой. В общем, провал, по-моему, налицо даже здесь, даже вот в этих простых вещах. Не могут позволить элементарно бизнесу даже хотя бы как-нибудь развиваться, чтобы тот мог сам привлекать себе рабочие руки и тем самым поднимать экономику города, района, Зауралья в целом и республики, конечно же, в целом тоже. Это такая международная панорама. Типа ты открываешь новости или даже являешься корреспондентом какого-нибудь РБК, например, едешь и видишь, там какая-то бурная деятельность, проезжают какие-то москвичи, они с ними там, да, сейчас вот тут подпишем, тут построим. И реально этим даже в моменте что-то проникаешься, такой, вот там Назаров что-то бегает, тут подписал, там подписал, здесь подписал, там что-то сделали, тут построить. Не позднее 2030-го, не позднее 2028-го. Все будет, тут завод, там завод. Потом смотришь на статистику, она все хуже и хуже. Думаешь, да как мы же тут вообще со всеми уже договорились, скоро тут Walmart будут в Сибае практически, а почему-то все что-то куда-то раз, и оно вот
и нет ничего. И все только хуже. Странно, странно. Мистика Действительно, просто какая-то. когда приезжаешь, ты реально как бы думаешь, что вот же оно развитие. Я же опять же свой опыт вспомню. Август 21 года на открытии этого завода цементного Цемекс Лассерсбергер, Австрия, все дела, новое производство в чистом поле. Там Путин целый приехал и так далее. Вот, казалось бы, люди, работайте. Но, видимо, это капля в море по сравнению с общим упадком и деградацией. И это не меняет общую картину. Вот. А вот Софья пишет замечательное наблюдение. Приехала вчера из санатория Таныp. Там несколько бюстов Рахимова почти на каждом шагу. Его там почитают основатели этого санатория. Это Аскинский район. И сотрудники сказали по секрету. Для меня очень близкое, значит, заведение. Я там неоднократно бывал, правда, не на полноценном отдыхе, а просто заезжал там искупаться, воды набрать. Там же источники. Вот. Тем более это близко очень от малой родины. Интересно, а как вы там зимой? Наверное, холодно. Это вообще, в принципе, одни из самых холодных частей республики. Поделитесь своими впечатлениями. Вот. Но люди хвалят. Люди хвалят Таныp. Действительно, это новый относительно санаторий. Туда приезжают из разных регионов страны. Так. И вот Софья продолжает. Хабиров собирается продавать эту здравницу, чтобы расплатиться за какие-то огромные долги Башкортостана. Интересно, кому он задолжал и за что? Мы знаем официально о том, какой у нас бюджет, какой у него дефицит, и понимаем, кому Хабиров и его правительство должны. Хотя вот эта вот история с продажей санаториев, она давно длится. Они там про неэффективность некую все пытаются втереть. Какие-то санатории вроде бы проданы уже, в смысле как приватизированы. Но стали ли они от этого успешнее, лично у меня данных нет. Это целая отрасль, которую надо изучать. Так. Альберт тут что-то писал про Германию. Не совсем понимаю. Альберта вообще редко понимаю. А вот в ведомости пишут, что обратите внимание, что количество башкортостанцев уменьшается, а количество зубров растет. Может, стараниями Хабирова будет скоро республика Зубростан? Горькая ирония от нашего подписчика. Да, насчет зубров мы тоже отдельно, конечно, смеялись. Это в некотором роде успех, такой местечковый, разовый, но кому от этого успеха легче? И почему должны быть на Южном Урале зубры, где они вроде как раньше не водились? Это вопрос отдельный, который могли бы обсудить специалисты по биоразнообразию. Да, продаются все здравницы, и Осы, и Карагай. Осы, Белорецкий район, Карагай – это Мичетлинский район. Тоже приходилось бывать, и там, и тут, по крайней мере, дача деда моего была, покойного уже. Ехали мы туда, конечно, какое-то ужасное количество времени. И там, кстати, первый раз я столкнулся. Пожалуйста, не надо меня перцем называть, я вас умоляю. В том, что я приехал туда, и что-то я потерялся, как обычно. Я в детстве слишком много думал и слишком мало смотрел по сторонам. Что-то я погулял, я потерялся и нашел одну пару, там дедушку с бабушкой. Подошел к ним, вот, начал там спрашивать, куда пройти, а они по-русски не понимали. И для меня это был такой шок в мои там лет 7. Я такой, а как так? В смысле, так бывает, что ли? Ну, я в Уфе какую-то жизнь прожил, для меня это было очень странно и что-то диковинное, типа, в смысле. Я думал, они, в принципе, типа, не разговаривают, они вот что-то как-то это. Вот такой вот первый опыт. Для меня, кстати, Мичетлинский район и Большеустекинская всегда вот были интересным очень наблюдением, потому что там живут северо-восточные, получается, башкиры, и у них язык смесь, скажем так, татарского и канонического башкирского или северо-западного диалекта башкирского и канонического башкирского, как угодно. Плюс часто они голубоглазые, там, блондины, в общем, совсем нетипичные, скажем так, представители народа. Но они действительно там зачастую, раньше, по крайней мере, общались на родном языке, и старшее поколение легко могло не владеть русским. Вот, да. Надо пояснить, что с того времени прошло уже сколько лет? Больше 20 лет, поэтому, собственно, понятно, что дело много там изменилось за 24 года, за последние. И Конечно. вряд ли есть им там под 80 тогда уже был. Тем не менее.
Именно так. Ну что, Назиуллин у нас. Назиуллин-то. Госоркестр Башкортостана не согласен с арестом, а директор Артура Назиуллина. Выпустили они посты, видео о том, что тут честный, порядочный человек, и что, мол, конечно, что значит не согласен с арестом? Я уже сразу поправлю «Коммерсант», они говорят о том, что вот, мол, суд, что-то там типа ждем справедливый суд, по-моему, это видео заканчивалось, если я ничего не путаю. Все остальное видео они показывают, как Артур, собственно, в роли, собственно, человека, как это сказать, дирижера управляет, и он там вот вообще молодец, как он работает. Собственно, Артура Назиуллина задержали в конце января, ему вменяют растрату бюджетных средств при подготовке к фестивалю классической музыки. Связано это с Гульнарой Юриной. Собственно, контракт заключали якобы по заведомо завышенной цене. В Госоркестре заявляют, что под руководством Назиуллина коллектив стал одним из топовых брендов республики и получил статус академического. Так, у нас есть стойкое мнение, что необходимости в домашнем аресте не было. Ведь следствие может ошибаться, он не несет никакой общественной опасности. В течение этого года десятки раз выезжал за пределы Уфы на гастроли и всегда возвращался уверенный в собственной правоте. Вот так вот. Собственно, конечно, Назиуллина помним на всех этих бесконечных каких-то шабушах, поддержка России вперед и так далее. В общем, у меня он, конечно, не вызывает и никогда не вызывал особой эмпатии. Мне не сказать, что очень грустно за него. Я еще патриот. Понял. А я вот все пытался понять, что я по этому поводу думаю. Ну, я понял, что вот он у нас был как минимум, вот сейчас вижу, 3 раза в редакции «Эхо Москвы» в Уфе на интервью. Но все 3 раза он был в гостях программы «Парк искусств» Валериана Гагина. То есть я с ним не общался, судя по всему, но мы пересекались, скорее всего, как-то там здоровались и так далее. Ну и все, что я могу сказать, к сожалению, больше ничего. Просто помню, что есть такой человек. Вот. А то, что там обвиняют их в коррупции, здесь у меня безотносительно к личности мнение, оно не меняется. Скорее всего, что-то там осваивали, как без этого, но речь, наверное, не идет про какие-то золотые горы, потому что золотые горы осваиваются другими людьми в других местах, и им за это ничего не бывает. А здесь стрелочников находят на местах, потому что, в общем-то, надо имитацию бурной деятельности симулировать, непрерывно надо ее симулировать для того, чтобы оправдывать существование. Я имею в виду всякого рода следственных отделов, особо важных дел, вот этих вот всех товарищей, которые у нас расплодились по стране в огромном количестве. Вот. Но меня не может не вызывать иронию и сарказма, потому что, простите, Артур, конечно, человек интеллигентный, но, видимо, не очень порядочный именно в своем, так сказать, государственном и, собственно... А это, кстати, достаточный показатель, да. Конечно, чтобы все остальное не обсуждать. Вот если у меня этот сарказм и ирония по отношению к тому, что в Башкортостане силовики периодически давят вот всех подряд, включая каких-то суперпатриотов, которых бы, наверное, в другое время бы никто не трогал, конечно, за их лояльность, меня это вызывает такой вот сарказм определенный, потому что, ну что, ребят, вы тут ходили, флагами махали, говорили о каких-то поддержках, тех же ЛДНР, там в России, в Перде и так далее, а потом раз и силовикам, как бы, вот видишь, в известной степени плевать на некоторые фамилии. Тут Марзаев, там Назиуллин, тут еще кто-то, постоянно какие-то разбирательства, и почему бы нет. Ну да. И вот Стобабовна отмечает, что за Рустема Сулейманова что же оркестр не заступился, когда его гнобили министр культуры, в частности, ее друзья? Совершенно верно. Вот было такое. Вот здесь я как раз больше погружен. Рустем Сулейманов у меня был лично в эфире на Эхе и рассказывал, какие у него были проблемы с этим. Вот именно. Вот именно.
Вот. А Искандер пишет, что увидел у одного человека наивные рассуждения, дескать, нет дыма без огня, а вот если СК или ФСБ задействовали, значит, там все было серьезное основание. Ну, знаете, это у нас общее же. У нас действительно даже среди критически настроенных к властям людей, скептически настроенных людей, много таких мнений, что да, понятно, репрессивная машина, все такое, там политические преследования, но вот по экономическим статьям, если берут, значит, вот точно берут тех, кто виноват, а тех, кто не виноват, не берут. В общем, да, это Что говорить, если вот в выходные был этот огромный, просто величиной с ядерный гриб, извините за выражение, срач между Акимом Туктаровым из Гражданского союза и национальными активистами, которые нет-нет, да и начали упоминать то, что он, оказывается, евреев, не любит антисемит, за что его привлекли на 3 суток. Ребят, ну вы чё? Ну у вас там у половины иноагентства, терроризм, все что угодно. И понятное дело, что это точно такая же история. Нет, мы вот здесь вот мы не виноваты, а вот ты вот суд же был. Ё-моё. Это было очень забавно наблюдать. И, собственно, да, такое регулярно случается, что люди нет-нет, да и почему-то предъявляют кому-то за эти суды. Судебная система в России, она, мягко говоря, ангажирована, как будто бы нет. Вот Артура Назилюна, кстати, обвиняют в том же, в чем и покойного министра транспорта в госзакупках задним числом. Обычная практика при Радии Фаритовиче. Да, вот интересное наблюдение по поводу этих закупок задним числом. Хотя тут, возможно, это все-таки особенности нынешнего законодательства антикоррупционного. Ну, то есть, когда ты хочешь что-то делать и реально какие-то производить манипуляции, закупки, что-то там организовывать, зачастую за счет всех этих вот контролирующих моментов, дат, которые там нужно соблюдать, ты не можешь это сделать в нормальные сроки, иначе ты сорвешь запланированное там мероприятие условно, и ты вынужден такие вот манипуляции производить. Это у меня версия, я здесь не знаю. Просто, опять же, из того, что вот слышал от людей, которые всегда жаловались на то, как сложно им в своей чиновничьей работе соответствовать всем этим нормам. И если ты хочешь реально заниматься работой, ты вынужден идти на нарушения. И поэтому нарушают в итоге все, на всех есть компромат, который в нужное время из папочек достают, когда нужно кого-то приструнить, и так далее, и так далее. И вот эта версия мне, кстати, кажется наиболее правдоподобной. То есть ты не можешь в этой системе работать, не нарушая правил этой системы. И тем самым ты всегда удобная цель для силовиков. И все, кто работают, являются предметом для разработки, в случае чего каждого можно посадить. Но сажают тех, кто по какой-то причине в какой-то конкретный времени оказался удобным или подходящим, или необходимым. Наиболее уязвимым, мне иногда кажется. То есть, кого тоже Артур Назиуллин, да, но в назидание можно взять и человека, собственно, так наказать. А с точки зрения работоспособности этого человека не вызывает никаких вопросов. Он с Дмитрием Крюковым просто с утра до ночи какие-то концерты устраивал, какие-то гастроли, концерты. Поэтому, возможно, да, есть просто какая-то система, которая плохо работает, и вот он по-другому вот пытался как-то эффективно в ней работать, вот получил. Ну да. Так. А не поддержал бы войну, уехал бы и не сидел бы сейчас. Какие проблемы? Его, кстати, в итоге, у него что там, СИЗО или что? Я вот пытаюсь понять. Так, задержали в конце домашний арест. Зачем? Я же сказал. У него домашний арест. Ты сказал, да? Что, мол, почему его под домашний арест, он же никуда не убегает. Он такой вот патриот настоящий. На гастроли съездит и обратно в Уфу. Руслан намекает на Прочаковскую, наверное. Ну, знаете, я вчера не намекал, а вполне прямо ее вспоминал и рассуждал здесь на эту тему. Вот. И то, за что ее осудили, кстати говоря, тоже очень распространенная практика. Сам не раз наблюдал, по крайней мере, слышал от людей, которые в этой системе, что они это активно используют. И даже как-то не стесняются, по-моему, потому что это, наверное, стало уже общим местом, особенно там, где зарплаты официальные низкие.
Вот. Это, еще раз, мертвых душ нанимают на работу, а сами зарплату получают, человека при этом нет. Условного уборщицу, там, я не знаю, кого угодно, водителя и так далее. Вот. Это и не оправдание, еще раз, да, про Чайковской. В данном случае у меня к ней, наверное, больше других вопросов. Я их вчера задал, опять же, повторяться не буду. А не то, что зачем же она там воровала деньги из бюджета Красногорска. Вот. Так, с оркестром разобрались. Теперь мы должны сказать о важном, серьезном. Хоть что-то такое у нас сегодня есть серьезное. Директора библиотеки в Башкортостане оштрафовали из-за фотографии с радужным флагом в статье о круглом столе, посвященном Дню толерантности. История произошла в Еремикеевской централизованной библиотечной системе. Ну, это так называется библиотека. Женщину зовут Лилия Гизатуллина. Оштрафовали ее на 1000 рублей по статье о публичном демонстрировании символики экстремистской организации. Еще до признания ЛГБТ экстремистской организацией, когда, получается, в каком году-то, да не суть важно, наверное, в каком году, хотя тут публикация это есть, но, в общем, до того, как все это случилось, женщина проводила мероприятия у себя в библиотеке, демонстрировала разные слайды, говорила о толерантности, о том, что толерантность, в принципе, это правильно. И как пример привела флаг ныне запрещенной организации. Это было в прошлом, еще раз, дорогие друзья. Но публикация об этом мероприятии осталась на сайте заведения. В результате нашлись неравнодушные, в кавычках, конечно же, граждане, а именно активисты межрегиональной общественной организации по защите экологии и прав потребителей под названием «Гражданский патруль». Они обнаружили, значит, статью и пожаловались на эту статью в прокуратуру. Вы только на секунду представьте, что вот есть действительно какие-то люди, которые вот вместо того, чтобы заняться делом каким-то, они вот просто... Они фотоотчеты какие-то листали бесконечно. Ты представляешь, сколько там было материалов, и они вот сидели, выбрали какую-то конкретную библиотеку, и там вот тык в поисках, где у нас враг. С другой стороны, на библиотеку что тоже, у нас пропаганда гомосексуализма, с какого года у нас работает этот закон? Надо было тоже, конечно, я с полным уважением вообще, безусловным к этой женщине. Она делала абсолютно правильную вещь, но это чревато. И стоило догадаться, да, куда она будет ветер, где мы находимся. нарушила саблезубый, ужасный, несправедливый закон. К сожалению, особенно сейчас такое время, что да, за это суровое наказание. Я видел вчера тоже новости, если уж продолжать тему, что переодевание мужчины в женщину в каких-то сценических образах, это тоже уже приравнивается к пропаганде ЛГБТ. И тут, знаете ли, даже при советской власти такого не было. Опять же, вспоминаем огромное количество образов, в том числе великих актеров, которые в том числе прославились благодаря таким образом, в женском платье. Это я сейчас говорю про таких актеров, я не знаю, там условно масштаба Андрея Миронова и далее по списку. Я уже молчу про новых русских бабок с канала «Россия». Все бабки вспоминают. А я вспоминаю сразу ужас своего детства Александра Валерьяновича Пескова, который просто меня в шок вводил в детстве, когда вот это мало того, что она переодевалась, так еще и в зале пыталась на кого-то вечно усесться, на какого-то несчастного мужчину, изобразить какие-то очень недвусмысленные намеки, собственно, и действия с этим человеком. Это, конечно, было мне максимально страшно смотреть. Телевизор 90-х был прекрасен, но не идеален, конечно. Среди деятелей культуры тоже находятся те, кто начали что-то подозревать. Вот Алексей Герман-младший, по-моему, вчера ролик был, где он что-то начал это... Мы совсем согласны. Согласны. Совсем согласны. Но что-то вот не то. Что-то слишком много разных органов, которые цензурят. Посмотрите, если не видели. Очень любопытно. Его папа белорусский вокзал снял. А он сам снял
собственно, фильм «Довлатов» в свое время. Тоже Мгм. фильм совсем недвусмысленный, точнее, вполне понятно, о чем человек говорил. А теперь мы совсем согласны, а давайте нас, ну вот не совсем, вот, а чуть-чуть дайте нам совсем, вот чуть-чуть воздуха еще, чуть-чуть. А то мы на какие-то темы высказаться не можем. И я думаю, а на какие темы вообще Герман-младший решил высказаться в это время, что ему вот непозволительно? Есть прекрасные русские сказки, вот сиди, снимай, «Золотая рыбка», там, не знаю, «Чебурашка 3», а все остальное нет уж. Это что? Ну, Это все. Чебурашка 3 тоже уже знаешь. Там Дугин возбудился по поводу Чебурашки 2, так что третья, наверное, уже не состоится, потому что тоже слишком как-то все Я не думаю, что Дугин по-нашему. на самом деле влиятелен, знаешь, как вот Гарри Каспаров влиятельный политик в России, так Дугин влиятельный, по мнению BBC, философ России. Дугин за 30 лет стоит, что-то рассказывает про империю суши, империю моря, и особо никогда никакого влияния не имел. Просто сейчас попалось так, что они, как бы сказать, в какой-то точке совпали, и теперь говорят, Дугин. Вот для меня это всегда было как-то... Я думаю, что и Путин воспринимает это как нечто маргинальное. Мне так Ну, кажется. не знаю, ну, может быть, он все-таки на нем все-таки как бы сформировался, я имею в виду Путина, а теперь уже так воспринимает. Черт его знает, конечно. Вот. Какие-то шарики у нас возникают у меня на экране. Это что это? Какое-то движение конкретно этой девочки, которое вызывает подобную реакцию у Зума. Дорогие товарищи, 25 лайков своими силами – это прекрасно, но при наличии аж 70 человек собственно, в лайве, пожалуйста, давайте добьем это число от какой-то более-менее приемлемой суммы. Нужны лайки. Очень-очень-очень нужны лайки. Тем более время заканчивается уже через 10 минут. А я заметил, что если не напомнишь людям, то комментарий почему-то под эфиром, если он не разрывной, там кто-то из нас какую-то совсем горячую тему не поднимет, комментария типа 1,5. Спасибо за эфир, спасибо за эфир. Вот, пожалуйста, комментариев нам нужно как можно больше. Лайков и комментариев. Корреляция между этими показателями и тем, сколько смотрят трансляцию, прям прямые. Вот можно взять количество лайков, помножить на 10. И, ну, то есть там вполне понятная формула. Пожалуйста, давайте поддерживать независимую журналистику. Так, мы говорили про женщину, которую осудили. Еще раз, всего лишь 1 000 рублей. Символический, конечно, штраф, но сам факт остается фактом, дорогие друзья. Посмотрите, да, то есть на сайте, который никто явно не читал, была просто фотография нормального природного явления, такого как радуга. И дали 1 000 рублей. Ну, это, конечно, вот королевство абсурда. Именно такие мелочи как бы дают понять, что вообще, в общем-то, логики и здравого смысла не остается. Тем временем... Опять же, не то, что флаг прям. Там, конечно, было целое мероприятие, на котором люди знакомились с понятиями толерантность, сочувствие, сострадание, милосердие, доброта. Все вещи, которые в нынешней России запрещены. Какая доброта и милосердие, о чем вы говорите? Конечно. Надо бомбить замерзающие ночные города, чтобы люди мерзли реально, в том числе, я понимаю, молодежь еще как-то спасется, а вот старики беспомощные вмерзают в своей кровати. Блокадница, которая умерла в Киеве, которая пережила, собственно, кто она была? Ну, в общем, да, женщина, которая пережила все ужасы Великой Отечественной войны, в том числе, по-моему, блокаду. А потом умерла от бомбежек, собственно, России, от того, что она просто замерзла. Ну, вот он итог такой. Да. Ну, и у нас есть еще кое-что из правоохранительной. Экс-директора кадетской школы в Башкирии приговорили к колонии. То есть даже вот такие вот совсем уже отъявленные патриоты у нас оказываются на скамье подсудимых, судя по всему, по коррупционным статьям. Да, женщина признана виновной в мошенничестве и приговорена к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, используя свое служебное положение, чтобы незаконно присваивать деньги из фонда оплаты труда учителей. Кроме того, она присвоила средства, которые выделялись в школе на обслуживание гардероба и уборку прилегающей территории. В результате бюджету города Салават был подчинен крупный материальный ущерб. Знаете ли, и это еще раз не просто средняя школа, а кадетский корпус. Место, где должны формироваться патриотические кадры, будущая элита, как у нас принято сейчас говорить, страны. Как говорится, так победим. Побольше таких директоров замечательных во всякого рода патриотические заведения. И, глядишь, патриотизм вообще потечет во все щели.
Вот. Есть еще некое количество новостей. Во-первых, новость грустная, конечно. Соболезную всем из Германии. В Башкортостане сократились продажи пива. Вот такая вот отвратительная новость. Сейчас, одну секунду, буквально, господи, почему, что происходит с переходом с сайта в приложение, буквально одну секунду. Да. Данные публикует Федеральная служба по контролю за алкогольными и табачными рынками. Собственно, сократилось потребление с 2024 года на 12%. Связано, по мнению экспертов, снижение рынка с ростом цен и сокращением импорта. Никто не хочет пить наше пиво, видимо. Тут бы сравнить со статистикой крепкого алкоголя, наверное, перетекание происходит. Я не думаю, что это в целом происходит тенденция в сторону уменьшения. Ну, говорят про, собственно, медовуху, сидр и так далее, но, тем не менее, вот, видишь, розничная стоимость выросла на 21% по сравнению с декабрем прошлого года. 21%. Это что ж за инфляция-то такая? У нас же она 8%, а то же 21%. Вот. Хотя должен признаться, что, собственно, наши какие-то бренды, которые всем этим занимались в России, они, ну вот совсем уже ничем не хуже, чем большинство западных брендов. Это я вам точно могу сказать. Пиво в России вполне себе приемлемого качества. Да, в каком-нибудь Мюнхене, иногда в каком-то ресторане можно попробовать что-то прям вау. Но в остальном уверен, что бизнес-то у нас, кстати, молодец. А что еще? Так, ну все, Башинформ. Еще у нас Башкортостан. Вот у нас 4 минуты. Ну ладно, давай, бери Башинформ. Ладно, фиг с ним. Да, у нас социалки это просто бантик так называемый. Тема СВО, как же без нее? У нас таки создали обещанную комиссию для сохранения памяти о подвигах на СВО. Вот такой вот народ у нас нерадивый, нескрепный. Подвиги совершаются героями. День и ночь совершаются. Но вот память о них, об этих подвигах, ну вот никак не сохраняется. Вот, ну не хочет народ об этих подвигах помнить и как-то вот передавать из уст в уста. Тут вопрос, конечно, народ не такой или подвиги не те. Так или иначе, комиссию для того, чтобы память об этих подвигах сохранить, создали. И теперь, по мнению организаторов данного мероприятия, конечно же, память об этих подвигах будет сохраняться и передаваться буквально из уст в уста, из поколения в поколение. Все. Есть ощущение, что во многом вредят бабки. То есть первые, кто пошли, наверное, если бы среди них были там определенные мифы, да, мы все, наверное, люди образованные, знаем, что Зоя Космонемьянская – это не совсем то, что были там какие-нибудь памфиловцы, это все очень-очень-очень вокруг окутаны мифами, а там про памфиловцев вообще говорят, что это фейк. Так вот, когда у тебя люди идут за бабки, то у людей к этому отношение, когда эти герои потом выходят на улицу, начинают писать на остановках, бежать за кем-то с гранатой или топором, что, мол, да какие вы герои, их не жалко, потому что вы туда, миллионеры, пошли деньги зарабатывать. И какие могут быть герои? Герой не может ходить с 10 миллионами, да, или там с 5. Он должен быть вот каким-то кристально чистым и идейным. А вот это вот все уже, конечно, у людей не вызывает никакого уважения. Можете хоть 300 комиссий создать, ребят. Проблема будет существовать, мягко говоря. Поставьте лайки, пожалуйста. Поставьте лайки. Да, Софья, спасибо огромное. Уважаю, люблю. Нужно больше лайков. И, пожалуйста, эфир вот-вот закончится. Нужны комментарии. Обязательно. Всем хорошего дня. Всем продуктивной недели. Вот. Прощаюсь с вами. Да, и увидимся, конечно же, мы на этой неделе. Как я говорил, за анонсами следите. Мы ждем появления в эфирах интервью, как минимум 2, поэтому не пропустите. А пока хорошего дня и всем пока. Пока-пока.